Ну, вот такая история, Дмитрий. Ну, просто Супрун, даже фамилия сама Супрун, стала уже каким-то мемом, причем мемом с двух сторон. Одни ее поддерживают, підтримують Супрун и так далее, другие, ну вот я, к сожалению, очень долго прожил в России, и там вот когда травлю устраивают кого-нибудь, да, там, врага народа, вот она как бы враг народа для многих там, ну, мне кажется, популистов, мне так кажется, да. Вот что сегодня произошло и что будет дальше, на ваш взгляд? Ну, не только для популистов, на самом деле она враг для всей медицинской бюрократии, да, поскольку она многих пытается оторвать от каких-то бюджетных потоков, да, которые на самом деле были объектом, с одной стороны, критики, да, для общества, когда вот у нас перечисляют основные какие-то сферы, в которых распространена коррупция, то медицина, как правило, там в первой тройке всегда упоминается. То есть это от них идет, вот это, вы думаете? Абсолютно, конечно, фармацевтическая, медицинская мафия, то есть это, ну, на самом деле, те, кто не заинтересованы в реформах, да, и вот это очень показательный пример, да, это как лакмусовая бумага, вот как, насколько общество, с одной стороны, вроде бы заинтересовано в реформах, да, но с другой стороны, в самых болезненных сферах, где это происходит, она сталкивается с наибольшим сопротивлением тех, кто на самом деле... То есть это говорит о том, что вот просто на слуху одно министерство у нас, это Министерство охраны здоровья. Ну, почему? Просто, смотрите, я всегда говорил, что вот, как записной парохобот, я не могу не поддержать в этом плане нашего президента. Зачем вы себе ярлык сразу вешаете? На самом деле, знаете, видеть несправедливость и молчать — это самому, как известно, участвовать в ней, да, по известной